Ладно, парочку ночей тут переночевал. Едем, заезжаем. Что-то нынче поздновато получилось, заехали. Это маленькая палатка, чтобы перекантоваться денек-два. Печка, ящик, вот так и ложись. Ну, чтоб со спальника руку высунул, печку подкинул. С утра, чтоб. Дорогу протоптал. Километров 20, нет, 15 протоптал. Там снегу чуть меньше становится. Здесь верховье речки, поэтому снегу больше. Вот, ну, считай, за сутки 40 сантиметров выпал. Почти. Вот и бьемся. Проедем. Сегодня буду ехать до избушки. До своей. Все, палатку разобрали. Ну, там печку вытряхивал. Все палки сложили. Следующий год тоже понадобится. И погрузились. Увязались, завязались. Помаши хвостик. Следующий год тоже заезжать. Ну, специально вычистил это из-под нее. Все равно зимой тут ставить не буду. А следующей осенью тут снег вычищать эти мешают. Поэтому ладно, поехали. Бензопилу поближе привязал. Мало ли что там. Деревья или что там. На дорогу. Парочку дней тут перекантовался. Как груз таскал. Бензину только литров 300. Я сейчас пока тут оставил. Потом подскочу. Так-то мне эта сотка должна быть. Ну, с собой тут сколько? Литров 50 я закинул. Доехать надо сегодня. Как холодно. Вот. Добрался до дома, до хаты. Ну кто-то спрашивал насчет этого. Как там обустроился, как там сейчас та избушка, которую строили на ютубе. Как выложили, спрашивали. Вот так и живу. Ну, только приехал. Печка только разбил. Тут снег вычистил перед. Ну, внутреннее убранство. Раз и так я оставлял. Все целое стоит. Все лето стояло. Вот так двери вот в таком положении. Взял да привязал, чтобы они открытые стояли. Медведь приходить-то приходил, но не напакостил. У меня тут все убрано. Тут ему нечем поживиться. Опять зашел. Вот эти вот сдернул. Ну, это как... старую палку сдернул. Вот. С холодильника вот эти вот. Вытащил. Ну, тут, видать, голову тоже совал туда. Ну, тут что-то выискивал, вынюхивал. Он приправы что-то не тронул. Должен был разорвать, поинтересоваться. Ничего тут нет. А вот сейчас
по дороге в одну избушку заезжал. Ну, там попросил, братка, заедем, посмотри, что там. Он заехал, там конец света. Весь раздербать. У меня-то их не трогает. Не тронул. Так-то заходить-то заходил. Чего бы я это вот так вот раскидал? Отсюда уезжал-то. Заходить заходил. Но ничего не тронул. Вон, оказывается, моя кастрюлька. А то я еще до хозяйки докопался. Не говорю мою кастрюлю. А, еще соврал, оказывается. И сказал, я туда ее, говорю, ягоды набирал, привозил. И все, говорю, с концами. Вчера куда задевали. У хозяйки свою кастрюлю требовала. Она говорит, не знаю, в гараже у тебя, поищи. Потом выдала там другую маленькую, ну, чуть побольше кастрюлька. Ну, ловкая кастрюлька, быстро закипает, да это. Ну, или как. А мясо сварил, это как тарелка. Вылаживать сюда, например, мясо. Ну, нашелся. Хорошо. Кастрюлька моя. Все стоит на месте. Видишь, единственное, что вот это вот там висел. Я стернул. Туда, видать, туда сунулся, что-то понюхал, вынюхал. И все, больше ничего не тронул. Хорошо, порядочный был гость. Вот так. Вот, DVD-кассет сколько накопилось уже. А, не стал нынче покупать. Буду уже по новой пора пересматривать. Все нормально стоит. А, ну сверху вот одну лопаточку скинул. Лопаточку я туда. Сюда я их все втыкал. Ну, с капканами работать лопаточки мои. Хорошо. А то у братки там... Ага. Было, ага. Смотреть-то, как говорится, обидно. Хозяину-то было, а тут ничего, нормально. А, ну термос еще вытащил. Оттуда. Вон там они у меня стояли. Оттуда вот здесь тоже голову, видать, засунул тут. Термос вывалил. Все, и больше ничего не сделал. Хорошо же. Там у него вот эти вот полки все содрал. Все посыпанное там лежало. Страх божий. Ладно. Спасибо, босонок. Доехал таки. В этом году снегу долго не было. Из-за этого задержались. Сейчас уже это начало ноября уже. Числа 20-х, 25-х. Хотел дернуться, а снега-то нет. Куда ехать, как ехать. И тут вот, видишь, за сутки навалило. Почти что. Ну все, начинаем работать. Копеечка. Собачка кого-то там. Ну вот веники, которые заготавливали летом, что-то никто не тронул. Заячьи подходы есть. Рядом более-менее натоптано. Но не видно, чтоб сильно так кушали. А, ну там, здесь вот верхушку маленько обрызли. И все. Так-то тут спереди маленько натоптано.
Никому ничего не надо, кажется, было. Мы подходили. И вот, на той стороне тоже. Да. Вот получается. Вот эти вот веники. Там тоже какие-то подходы есть отсюда смотреть. Но не больно так натоптано. Всю так не сожрали. Вот тут вот в кустах это вот что натоптано, да? А это вот из зубря ходили до ветра перед тем, как намело. И вот я и говорю, тут и кормовая база-то хорошая, поэтому в этих они не нуждаются. В вениках, кажется, нынче не нуждаются. Ну так-то, в принципе, начало января только. Весной еще раз проверим. Будут они там эти веники кушать, нет? Так вот. Биотехническое мероприятие наше летнее. Вон, оказывается, рыбаки. Здесь-то ямка-то хорошая. Знаете, ямку вот видишь, долбили. А там что-то не стали они спускаться. Вот эту корью они рыбачили, пробовали. Так-то там натоптано, вот переехать бы. Но опять же, теплынь стоит. И это есть опасность заехать налить. Ну ладно, следующим рейсом проскочу там. Подъехать, посмотреть. Ну что-то натоптано там рядом. Заячьи, не заячьи. Косули, не косули. Посмотрим. Ну это вот вторая точка в вениках. Ну тоже зайцы. У нее старая тропа натоптанная у зайца. И вот тут вот он лёжку даже делал. И тут лёжка у нее вот над берегом лежит. Ушами шевелит. Но тоже не кушал. И так он просто листья собирает. А? Листья, может, он чисто так собирает здесь. Заяц. До зебра не подходили. Хотя там внизу натоптано. Но старыми следами тоже натоптано. Зебра не подходили. Ну а тут этот заяц такой вообще, ну какой-то этим натоптал-то, ё-моё, что он тут игрались или что? Хрена тут у нее натоптано. Тропка. Зебриных подходов нету. Угу. Ладно. Будем ждать до весны. До весны, может, еще воспользуются плодами наших трудов. Самка зебря. Вот нашли. Ну, ребята нашли и сказали, что она тут валяется. Ну, по всем признакам, сейчас где-то числа 6 октября. Это значит, где-то в конце сентября ее стреляли. Да, не сильно испортилась. Ну, раздуло, конечно, ее. Сейчас только с нее вороны слетели.
получается где-то в сентябре. А так-то, в принципе, сильно вороны не поработали. Нужно было бы узнать, от чего она умерла. Но предположительно, где-то в это время начинают носиться по реке люди с фарами. И вот под фару, наверное, стреляли и не удостоверились, попали, не попали. А она вот их за этими кустами вышла, легла ведь эти, не заметили, уплыли. Вот это вот, ну, это от ворон. Ворон, наверное, расклевал. Каких таких видимых следов попадания пули нет. Но переворачивать, смотреть неохота. Это где-то в середине октября. Ну, после середины октября, сентября стреляли. По-любому. Так-то зюбр он сам по себе не маленькая самочка. Маленькая самочка. Года 3, может быть, так вот. Но больше 2. Вот изюбр сам по себе, он на рану очень крепкий. Это было очень хорошее попадание, если она... Скорее всего, она здесь на берегу паслась. Ее с-под фары стрельнули. И если по светлу стреляли бы, они бы заметили, что она не убежала. А под фару, видать, с плавом шли, стрельнули, их туда течением утащило. Течение здесь перекат быстрый. Скорее всего, вниз шли. И за этими кустами не заметили, что она упала. Ну, или зашла, да зашла. И уплыли. Она ее тишь валяется. Так что нанесен ущерб, как говорится, не использовали даже мясо так просто. Это вот последствия, ну, вот нахождения на руках у людей очень много нарезного оружия. С нарезного оружия это стрелять по темноте очень трудно. По свету ты не за раз попадешь. Так вот ворона расколевали. Как говорится, это двуногие волки, короче. И сами негам ради забавы стрельнули и уплыли. Не стали смотреть даже. Если так стрельнуть, то должен уже на завтра подъехать и то место проверить. Они как стрельнули, видать, так и уплыли. Но, скорее всего, здесь на берегу паслась, стреляют, значит, туда заскакивает. За этими кустами не замечает, что упал, и уплыли. Ну, проедь на завтра, проверь. Также двуногие волки.